Я хочу вам напомнить, что 24 ноября, несколько дней назад, 14 организаций, в том числе и в первую очередь хочу отметить Совет старейшин Республики Абхазия, самая уважаемая организация в нашей стране, Союз интеллигенции и ряд общественных и политических организаций подписали обращение на имя спикера парламента Лашана Угзаровича Ашуба. Обращение, значит, было направлено на то, чтобы парламент все-таки провел сессию и рассмотрел данное соглашение. Естественно, наша позиция понятна. Это соглашение должно быть не ратифицировано. Мы понимаем, что и у большинства депутатов аналогичное мнение. То есть, если говорить простым языком, история с этим соглашением должна быть закончена. Сегодня политический кризис триггером стал именно вот это вот как раз таки соглашение, которое никак не могли они понять, что это не может быть полезным для страны, для нашего народа в целом. Но на фоне всех этих политических событий президент ушел в отставку. Но вопрос-то остался открытым, и мы не можем постоянно его держать как бы в закромах, да, наших. Тем более ни президент перед уходом не отозвал, ни нынешний руководитель его как бы не отзывает, потому нам в любом случае как парламенту придется принимать решение по этому соглашению. В связи с этим вчера было подготовлено письмо обращения к спикеру парламента Лашану Угзаровичу, где подписало на вчерашний день уже 18 человек, но еще трое по тем или иным причинам отсутствуют в Абхазии, но мы их мнение знаем. Они сегодня, да? депутатов, да, тех, кто отсутствует. Где-то в пределах, ну, будет это письмо дополнено, может быть, до 21 человека, но нам и 18 хватает для, значит, инициирования неочередной сессии. Для этого, то есть, хватает 12 человек, но у нас даже уже абсолютно, то есть, простое большинство тоже есть. Так что мы сегодня эту бумагу будем официально регистрировать и отправлять спикеру. Чтобы, мы хотели бы, чтобы наши граждане знали, в этом письме датировано 3 декабря, то бишь это получается во вторник. То есть наша просьба, чтобы провели внеочередную сессию. Правда, значит, по время проведения или дня проведения может корректировать сам спикер. Может быть, это или в понедельник, или вторник, но не позднее вторника, наверняка решение будет принято. Но предварительно мы на вторник планируем внеочередную сессию. С этим соглашением надо заканчивать. И заканчивать, как тоже мы знаем, то есть его не принимаем. Мы так уже как бы обговорили. 35 депутатов, ну, одно и то же могут по-разному, да, сказать. Вот для меня было показательно, последнее слово взял Адгур Афетович, но мы все его хорошо знаем, он большой патриот страны, очень мудреный человек, мудрый. Ну, разное, когда мнение появилось, он сказал: друзья, мы что, не знали, куда мы выбираемся, что это парламент, что это народно избранные люди мы здесь. Мы как раз и должны решать судьбу страны. Не надо этого стесняться и бояться. Если мы сюда избраны, мы должны на себя ответственность брать. Раз этот документ остался уже в стенах парламента, мы должны его и закончить. То есть вот это последние его слова были. И не надо бояться брать на себя ответственность. Этот парламент поможет, неважно, кто изберется, да, станет президентом. Во-первых, ему будет легче. Этот груз ответственности мы с него снимаем. Кто бы ни избрался, он должен это понимать, что парламент на себя огромную ответственность взял. То есть завтра на встречах на высшем уровне с Российской Федерацией ему тоже будет легче с чистого листа вести разговор по наболевшим темам или иметь какой-то, значит, груз ответственности, который невозможно осуществить, наверное, есть разница.
избанзар ас иара аиқәышаҳаҭра иахьа ус иаанхар ажәлар ҳамч зегьы баша ицот азыҳәан убри аиқәышаҳаҭра иахьа аԥыхра азыҳәан адепутатцәа еиқәышаҳаҭны рыбжьы рҭироуп. Убри аганахьала еиҭах алхыҩцәа рахь схы нарханы исҳәарц исҭаху шәдепутатцәа шәрацәажәа абри аиқәышаҳаҭра уажәшьҭа аҵыхәтәа ԥҵәатәуп ҳәа инажәга абри ҳгәаанагара. Избанзар ас шьҭа ҳазцаӡом, абри азҵаара аҟны акәаԥ ргыланы Сейчас мы стоим перед тем, чтобы на самом деле этот вопрос закрыть, и есть такое мнение, что неважно, кто бы там ни был во главе государства, вот такого рода вопросы, они не должны быть на повестке в Абхазии. Поэтому мы сегодня, да, вот с такой инициативой выходили относительно того, чтобы закрыть этот вопрос. Депутаты, ну, как до этого говорил Кан Валерьевич, поддержали. Соответственно, будет, если сессия проведена, будем надеяться на то, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда. Мы очень рассчитываем, что спикер парламента услышит народ, услышит своих коллег, и в начале следующей недели будет назначена дата внеочередной сессии парламента, где будет рассмотрен вопрос данного инвестиционного соглашения. Понятно, наша позиция, она известна. Мы против ратификации этого соглашения. Мы рассчитываем, что депутаты парламента в большинстве своем поддержат эту позицию. Хочу сказать, что мы выступаем против этого соглашения не потому, что мы антироссийские или анти-какие-то. Мы любим свою родину, мы любим свою Абхазию. И я хочу отметить, что данное соглашение прямо нарушает соглашение, подписанное до этого. Это соглашение от 2008 года, базовое соглашение от 2014 года. И если говорить конкретно про инвестиции, есть соглашение о защите и поощрении инвестиций между Абхазией и Россией от 2009 года. А это соглашение, вот это новый проект соглашения, оно прямо противоречит соглашению 2009 года. То есть речь о чем идет? Что режим для иностранных инвесторов не может быть лучше, чем режим для внутреннего предпринимателя. То соглашение, которое нам предлагали, предполагает наиболее благоприятный режим для определенного крупного капитала извне, где они не будут платить косвенные налоги. Им предоставляется в первоочередном режиме земельные участки, подключение к инфраструктуре и так далее. Таких условий нет у наших предпринимателей. Вот почему мы выступаем против этого соглашения.